Кыргызы впервые упоминаются в китайских источниках при освещении событий конца III века до нашей эры, когда император гуннов Моде совершил поход на север и присоединил северных племен в состав Гунской империи, в том числе владения Гянгунь. Известные ученые, начиная с Юлиаса Клапрата, Пола Пелио, Эдварда Шавана и российских ученых Бичурина, заметили в этом термине Гянгунь китайскую транслитерацию древнего термина кыргыз. Во времена китайских династий Хань, империи Тань и последующие эпохи термин этноним кыргыз в китайских источниках упоминается в различных формах, например, кигу, цигу, цэцзэсы, хягасы. По сведениям китайских, ранних арабских и тибетских источников, древние енисейские кыргызы были светловолосыми, зеленоглазыми и синеглазыми, которые резко отличались от своих соседей, которые проживали в то время Южной Сибири. Все это указывает на то, что енисейские кыргызы, которые проживали в Минусинской котловине, достаточно сильно отличались от своих соседей, которые были более монголоидными. А енисейские кыргызы, судя по всему, были европеоидным типом и были остатками древнеиндоевропейских племен, расселенных в Южной Сибири еще в эпоху афанасьевской культуры. Со времени образования государства кыргызов на Енисее одной из его важнейших функций стало осуществление внешней политики. Главной целью этой политики на протяжении первых веков существования государства стало сохранение его самостоятельности в условиях постоянной угрозы со стороны центральноазиатских кочевых держав, древнетюркских, сиантосских, уйгурских каганатов. Помимо военных мер отстаивания своей независимости, важное значение имели дипломатические усилия правителей кыргызского государства. Одной из форм борьбы за независимое положение было принятие кыргызскими правителями титула кагана, что означало претензию на формальное равенство с тюркским или уйгурским каганом и стремление к гегемонии над кочевыми народами Центральной Азии. Кыргызское государство попало в вассальную зависимость от первого тюркского каганата в 555 году, вскоре после того, как был разгромлен Шужанский каганат. Вероятно, кыргызы подчинялись могущественному Мухан-кагану добровольно. Учитывая реальное соотношение сил, тюркскому войску не понадобилось совершать походы в Минусинскую котловину. Кыргызы были обязаны платить дань тюркам оружием, оказавшись в тюркском государстве в таком положении, в каком сами тюрки были в государстве Жужань. Зависимое положение кыргызов продолжалось до распада первого тюркского каганата в 581 году. Кыргызы не только вернули самостоятельность, но в 583 году уже вынашивали планы активного военного вмешательства в события Центральной Азии против господства тюрок. Однако этим планам не суждено было осуществиться. Несмотря на крушение восточного тюркского каганата, кыргызы не смогли должным образом воспользоваться этой ситуацией и сохранить независимость. В 629 году кыргызское государство попало в вассальную зависимость от Телесского каганата, во главе которого было племя Сеянто или Сиров, предков кыпчаков. Однако в 648 году, когда Телесский каганат под давлением Танской империи распался, кыргызы, укрепив союзнические отношения с империей Тан, стали чисто формальными вассалами китайцев. Внешнеполитическая ситуация для кыргызов в Центральной Азии серьезно осложнилась в 679 году после успешного восстания тюрок против господства империи Тан и восстановления второго восточного тюркского каганата. Против тюрок объединились китайцы, уйгуры, кыргызы, курыканы, татары и кидани. По-видимому, кыргызскому правителю стало очевидно, что союза с далекой империей Тан недостаточно, и он заручился поддержкой ближайших соседей телесских племен Центральной Азии. Несмотря на разгром союзной коалиции тюрками в 688 году, кыргызы, которые не участвовали в этом сражении, смогли укрепить свои позиции и возглавить антитюркские силы. После неудачного похода против кыргызов в 693 году, тюркский каган Калпаган был вынужден признать за кыргызским правителем Барспегом титул кагана и даже попытался заключить с ним династийный союз, выдав за него замуж свою младшую сестру. Однако, это лишь на время притупило острейшие противоречия между тюрками и кыргызами, боровшимися за господство на Центральной Азии. В это время тюрки вели войну с империей Тан, и кыргызы оказались в новой антитюркской коалиции с тюргешами, чиками, азами и китайцами. Наибольшую опасность для тюрок в этот период представляли набравшие силу кыргызы. В 709 году тюркское войско разгромило чиков и азов, захватив Туву и плацдарм для вторжения в кыргызские земли. Барсбек не решился вмешаться, надеясь на неприступность своих земель за Саянскими горами. Однако с зимой 710-711 года тюркское войско
совершив обходной маневр, форсировала Саянский хребет и внезапно обрушилась на кыргызов. В результате поражения в Черне-Сунга кыргызское войско было разбито, погиб Каган Барсбек. Кыргызское государство было завоевано. В Минусинской котловине были размещены тюркские войска, однако управление было передано кыргызскому правителю. В 745 году сюзерен кыргызов Восточно-Тюркский Каганат был разгромлен уйгурами, однако уйгурское нашествие не обошло кыргызов со стороной, и в 758 году они вновь попали под иноземное, на этот раз уйгурское владычество. Минусинские кыргызы постоянно поднимали восстания против иноземных захватчиков, но тщетно. Результатом уйгурского завоевания стала также утрата кыргызскими князями ханского титула и принятие более низких титулов Ажо. Подобное положение сохранилось в Минусинской котловине вплоть до 9 века. К 9 веку произошло усиление кыргызов. Их армия была перевооружена и лучше укомплектована. Была создана мощная конница, сформировался государственный и военный аппарат, десятичная система. В 820 году кыргызы объявили своего правителя Каганом и начали проведение военных операций против соседей. В 840 году кыргызы во главе с Каганом Яглакаром, используя уйгурские междоусобицы, двинулись на уйгурский Каганат и штурмом взяли его столицу, древний тюркский город Орда-Балык. Разбитые уйгуры еще оказывали кыргызами сопротивление. В ответ кыргызская конница обрушилась на уйгурские селения и прошла всю Монголию и Восточный Туркестан. Кыргызский Каганат находился на пике своего могущества. Велась торговля с Танским Китаем, были покорены уйгуры, усюны и монголы, заключены военные союзы с Тибетом. Границы Каганата расширились до верховьев Амура на востоке и до восточного Тяньшаня на западе. Кыргызы объединили под своей властью Приобье, Алтай, Восточный Казахстан, Тыву, Монголию и Забайкалье. Расцвет кыргызского Каганата шел недолго. Покоренные уйгуры постоянно тревожили южные рубежи государства. На западе угрозу кыргызам составляли кимаки. Усилились китайцы и маньчжуры. Большим ударом по кыргызским кочевникам была степная засуха. Кроме того, кыргызы оказались не в состоянии контролировать всю территорию своей огромной империи. Это привело к тому, что в конце X века кыргызы покинули все ранее завоеванные земли. В 924 году в Центральной Азии появилось государство Ляо, созданное монголоязычным племенем Кидани. Возможно, что последние десятилетия X века кыргызы попали под власть этой могущественной империи. В эти же годы начались междоусобные войны, подорвавшие внутреннее устройство кыргызского каганата. Ослаблением кыргызов воспользовались их соседи. Начиная с 1130 года, границы кыргызского государства все чаще тревожили усуни, кидани и другие центральноазиатские племена, а в 1209 году кыргызский каганат был разгромлен тюркскими племенами во главе с Чингисханом.